Опа. О, ого, в поворотик без рук. Нормально. О! 30 км уже. Проехали. Красота! Еще осень здесь. Листья вон. Ну, большинство зелень, одна зелень. Ну, здесь, да, здесь он вперемешку. Вечно зеленый с сезонными деревьями. Фух. Фух. Он не успел. Форос уже виднеется. Вон здесь какая красота, вечно зеленая. Вон море. Море, море. Фух.
Да. Дорога здесь, конечно, песня вообще. Чего я сюда раньше не ездил, не знаю. Собака злая. Фух. Опа. Фух. 3 деления у нас уже. Едем дальше. Туман в горах. Горы не видно толком. «31 км. До Фаровской церкви еще километров 20. Фух. Семиска, Цвели в стороне остаются. Сейчас тут подъем. О, тихо. Что-то перекидка. Подъемчик сейчас тут, да, будет. Пошли, пошли, пошли. На подъем, на подъем. Кто-то вниз, а кто-то вверх. Здесь все уже, дорога пошла старая. Закончился новый асфальтик. Теперь по старенькой. В каком там ее
году ложили. Лет, наверное, 50 назад. Или сколько, или больше. Фух. Сейчас пойдут самые красивые виды. Горы фантастические. Везде заповедник, везде таблички эти. Фух. Поднялись на подъемчик. Теперь сейчас такое. Чуть спуск, чуть подъем. Что-то сегодня на МТБ тяжковато после вчерашнего дня. Да, погодка, конечно, не айс. Пасмурно, затянуто, туман, все дела. Но зато плюс 8 в конце декабря-то. Зима, блин. Ну, уже самый пик, ну, не самый пик, но зима прям уже. А температура плюс 8. Так что нормалек. Овчарка. А овчарка бегает. Да, горы все в тумане. Ничего не видно. В тот раз я ехал, было лучше, как бы видно прям было горы, все это. Туман то сходил, то поднимался. А в этот раз что-то прям вообще все в тумане. Ни черта не видно. Мария он уже видна.
Отель Мрия. Ну да, он вверху туманище стоит. Впереди тоже должны же горы быть. А оно нифига не видно. Ну да. Вот. Камни. Да, но здесь, конечно, камни пипец какие. Капец тут. Тут он гонки были. Кто-то он тормозил. Капец, все в тумане. Капец. Ничего не видно. Ничего не видно вообще. Вон она, эта гора вся в тумане. Пипец. Все в тумане. Фух. Сплошной туман стоит. О, тут вообще туманище вообще, ля. Ничего не видно. Очки надо снять. Жесть. Ха. Вот то погодка здесь. Капец. Туманище капец. Теперь спуск. О, тумана нет. Да, горы все в тумане. Кто-то он еще катается. Путешествует. Прям как я. А он тоже какие скалы, горы. Только все в тумане, блин. Все в тумане, ничего не видно.
Красота какая, ляпота. Ох, красота тоже он. Кругом одна красота здесь. Куда ни посмотри. О, красиво тоже он. Какие горы тут вообще, офигеть. Офигеть просто. Вот здесь женщина стоит, продает чай, кофе. Но она только по выходным. В будние дни она сюда, к сожалению, не приезжает. Фух. Так, у нас пока что 3 деления. Мы сейчас подъезжаем к развороту. Направо на Форосскую церковь, а налево спуск на трассу. Ох, какие горы тут. Фантастика просто. Ох, какой ветер. Не, здесь, конечно, виды бомбезные. Вон, офигеть просто. Красотища какая. Тут. Да, красота, ляпота. Могущественные горы в тумане. Здесь они вообще такие, блин, офигительные. Офигеть просто. Офигеть просто, какие горы здесь. Просто фантастические. Такие серые, черные, оранжевые. Капец, они тут просто красивенные. Да, красотище. А в хорошую погоду, когда солнечно, вот ни тучек, ничего нету, вообще здесь песня. Еще, чтобы было тепло, вот весна там, вообще прелесть.
Да, красота, ляпота. Крым уникальный. Природа в Крыму вообще фантастическая. Причем в разных уголках по-своему она красивая, уникальная. Да, красота, ляпота. Наушник сел. Сейчас уже там дальше станем. Да, красотища, блин, здесь вообще неописуемая. О, да, где б нам кофейка бахнуть? Уже хочется кофейка. Уже проехали 38 км уже. Ха-ха. Как ни крути, блин. Да. Капец, красотища какая. Туман так переливается с верхними шапками гор. Вообще, блин, такой плывет по этим шапкам. Море, море, горы. Ля, тут вообще горы, капец, они красивенные какие. Так, с таким оттенком, блин, вообще шикардос. Какая-то база. Заповедник, что ли. Да, горы здесь просто фантастические. Блин, как же красиво здесь. Теперь спуск. Спуск к Поросской церкви и к трассе. Средней трассе.
нижняя, средняя и верхняя. Вот мы сейчас едем по верхней. Сейчас здесь станем. Опа! О! Что там у нас? Insta 360. Что-то там оно не записало, что ли? Или что? Включил еще раз, что-то там, наверное, то, что холодно и выключается. Я так думаю. Так, все, тут сейчас до Фаровской церкви осталось чуть-чуть. 40 км. А, забыл этот включить наушник. Правый сел, а левый сейчас включим. Ой, все, едем. Тут тоже кто-то форсировал. Эх, красотища, да? Обалдеть. Да, фантастические горы просто. Капец. Как же красиво здесь. Вот поворот этот налево на трассу, а на Фаровскую церковь сюда.
Сейчас тут должен быть подъем на Форосскую церковь. Сейчас согреемся. У-ху-ху. Ну да, пошел подъем. Ой, мороз, мороз. Но сейчас не мороз у нас, это там в песне, в наушнике про мороз. Ой, мороз, мороз, хватит мне мороз. У нас сейчас где-то плюс 8. Плюс 8, плюс 7, где-то так. Но когда едешь со скоростью 30 км, 20, то как бы никак не плюс 8, а где-то плюс 2, плюс 3. О, красота какая! Фух. Фух. Хорошо, сейчас согреемся. Вон там море, моречко. Мое моречко, моречко. Море, моречко. Фух. Опс. Опс, опс. Три деления пока что. Километров у нас 42 уже. Фух. Да, подъем идет на Форосскую церковь. Вон она виднеется. Красота. Ляпота. Ага. Сейчас ее отсюда сфоткаем. Ой. Есть. Сфоткали сдалека. Сейчас надо достать. Будем ехать и фоткать. Да, красиво здесь. Форосская церковь на фоне горы такой. Ты шо? А ну-ка отсюда сейчас он. Красота.
А почему? Фото. Она, кажется, казалась оттуда так близко. А сейчас он едешь, никак не доедешь. Один км. Красотища. Да. Церковь, конечно, такая. В таком месте. В окружении гор. И с таким-то видом. Там сейчас виды я представляю. Я, кстати, здесь первый раз. Первый раз в своей жизни я здесь. Машина. Капец, красотища какая. Ой. Капец, она на возвышенности такой стоит. Жесть. Да, красота, ляпота. Надо затащить наверх. Стена такая из проволоки, бетона и внутри камень. О! Ух ты! Подъем какой! Ух ты, тут сейчас будет подъемчики. Прям как на этом Айпетре. Да. Вот она, церковь, это отсюда сейчас вид. Капец.
Фух. Фух. Спускаемся с Фаровской церкви на трассу. Проехали 44 километров с Ялты. Ветрена на спуске. Слева горы, справа море. Эх, красотища. Красота, ляпота. Трасса, он уже справа виднеется. Попил кофейка. Правда, он не сделал, он не особо был горячий, так тепленький. Ну ладно. Нац съел, зарядился энергией. Эх, красотища какая, боже мой, какие горы здесь.
Да. Ох ты, что-то тут у нас подъем теперь пошел. Теперь спуск на трассу. Налево мы возвращаемся на шоссе. А сюда вон Гончарная, Ялта. Порос, красотища, капец. Просто фантастика. Просто космос. Блин, ну красотища здесь. Да. Покрутим, подкрутим педальки. Согреться надо. На спуске холодно. Так, ну все, мы сейчас уже спускаемся на трассу. Будет теперь включение аж в Коцевели, чтоб не тратить зря батарею. Так что увидимся скоро. Да, тут движняк конкретный такой. Фу. Так, вот тут пешеходка есть. Включение из Понизовки. Доехали по трассе до Понизовки. Свернулись в поселочек этот и будем ехать через Понизовку в Коцевели, в Семис. По нижней дороге, наконец-то, по морю, так скажем. Вон там море наше, красота, ляпота, все дела. Проехали мы 60 км уже. До Ялты 25-очка. Где-то так. 25-28. О, хорошо. Аквапарк, Коцевели. Все налево.
Наконец-то хоть дождей этих нету. Вчера не было и вот сегодня. Но на сегодня вроде передают на вечер, что ли. Вечер, ночь там что-то вроде как стоят дожди, зараза, опять. В этом году прям вообще дожди часто. Декабрь вообще дождливый такой весь. Прям было такое, что 4 дня дождь. Каждый день. С утра до вечера. Не выйдешь никуда, блин. Только так пройтись по набережной там под зонтом. Идет, 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 идет. 4 дня, думаю, да что такое, когда же оно закончится? Потом уже на 5-й день. Фу, наконец-то. На 5-й день, блин, закончился. То, блин, 4 дня, то 3 дня. То по день-два нету, потом опять зарядит на 4 дня. Думаю, жесть. Да, в том году, конечно, было не так. Но в том году и холоднее было. Вот уже в конце декабря снег был уже. А в этом году теплее. В том году уже с 23 числа, с 22 с ночи пошел снегопад мощный. И вот это 22, 23, 24, 25 снег валил капец. Блин, вся Ялта была в снегу, горы уже все были в снегу. А в этом году нифига он теплынь. Так, тут у нас что, грязноватенько, да? Это у нас сейчас оползневое. Ой, не оползневое. Понизовка. Понизовка сейчас. Ну, сейчас уже мы, да, подъезжаем к Коцевели. Хотя уже, наверное, вот оно и к Коцевели, в принципе, да. Коцевели уже. Собакин лежит, отдыхает. Собакин. 2 деления у нас. Хорошо. 60 км. 2 деления. Ну да, где-то вот, как я и говорил, на километров 70-75 где-то. Ветер теплый возле моря. Вот оно и Коцевели наша. Сейчас подъезжаем к спутниковой тарелке. Я так ее иногда называю. Вон кошечка уже наша. Ох, красота. Каракошечка. Сейчас он тарелка спутниковая. Сейчас покажу вам. Вон тарелка. Ох. Вид, конечно, здесь отсюда вообще бомбезный. Красота. Сейчас надо сделать фоточку. Фоточку надо сделать. О, красота. А ну-ка, сейчас мы тоже сфотографируемся.
Да, красота. Ладно, поехали. Собакин бегает. Ой. Красота! Аквапарк в Симиизе. Закрытый до лета. Все, сейчас пойдут по подъемы. О! Подъемы, подъемы, пошли, пошли. Тут он строит гостиничный комплекс. Ребята все строят и строят. Фух.
Поднялись до горы Кошки. Фух. Красота! Сейчас попьем чайку. Ой, сильно звезда стоит большая. Вот и Семиис, кипарисовая аллея. Зимняя кипарисовая аллея. Туристов нету, тишина, спокойствие. Включение Семиза. Попили чайку с шоколадкой. Едем в Алупку, Воронцовский дворец. Что-то они тут ходят непонятно как. Проехали 66 км. Вот такой вид тут. Елочка он нарядили. Оп.
Сейчас у нас уже 4 часа 15 минут. Скоро будет темнеть уже. Где-то через часик. Прохладненько так. Однако, это я уже в пути выехал где-то в 4:30. Сейчас уже почти 4:30. Сколько? 4 часа уже. Подключил уже турбо. Не выдержал. Но у меня же еще 3 кум есть. Так что тут я его могу переставить хоть час. Вот. Только там непонятно. Какая-то система непонятная. Получается, вот я сейчас, если вот сейчас у меня стоит одно деление осталось. Вот. Если я его сейчас поставлю, ну то есть вот эту 500-ку я снимаю и ставлю полностью заряженную 500-ку ту. И на экране вместо 5, ну вместо полного заряда показывает 3 только. Ну то есть одно якобы вот осталось. Вот. Ставлю его, то есть 2 только деления добавляется. Непонятно. То есть совсем непонятно, как оно считает. Как оно считает, я не пойму вообще. Одно деление. Ох, там впереди лужи. Что это тут прорвало? Пипец.
Чи канализация, чи что. Воняет. И вот как-то я не пойму с этим третьим аккумулятором. Непонятно, он заряженный весь, а добавляется только два деления. Как оно? Непонятно. То есть где еще 3 деления, да? Непонятно. Где еще 3 деления? Вообще. Ой, что это было? Фух. Или надо, чтобы посадить полностью вот эти два, которые сейчас стоят. Посадить их полностью, чтобы они сели. Чтобы полностью оно само выключилось. И только тогда ставить тот, и тогда будет 5, что ли. Блин, фиг его. Потому что вот я, ну да, я правда только вот пробовал, чтобы вот сейчас вот одно деление вот осталось. И я сейчас 500-ку снимаю, ставлю заряженную 500-ку и добавляется только 2 деления. Вот так я только пробовал. А если полностью разрядить его, вот интересно как. Ладно, сейчас попробуем, чтобы полностью села. Нам вниз сюда. Опа. Так, нам сейчас сюда вниз, потому что там вход закрытый на ремонт. Надо объезжать. А это мы сейчас спускаемся в самый низ Воронцовского дворца и парка. Ну, это, в общем,
еще один выход, вход ближе к морю. Везде ворота какие-то, всякие там дома. Кися. Вот он, Воронцовский парк. Море он. А сколько у нас там делений? 3-4%.